этом году в рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга» читаем произведение выдающегося казахского писателя, классика детской литературы Бердибека Сапарбаева, столетний юбилей которого включен в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Сапарбаев Бердибек Идрисович родился 15 октября 1924 года в селе Кастабе Нарынкольского района Алматинской области в очень бедной семье. Там же окончил среднюю школу. О том, как прошло его детство, можно узнать из его повести «Путешествие в детство». В 8 лет умерла мать писателя, и это стало для него огромной невосполнимой утратой. Мальчику пришлось много испытать и пережить, и тяжелый труд, и голод. Тем не менее, он рос очень любознательным и способным ребенком и сохранил оптимизм и жизнерадостность на всю жизнь. Любовь к знаниям привил мальчику его старший брат, который впоследствии погиб на войне. После службы в армии Бердибек Сапарбаев окончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая в Алмате. Позднее окончил высшие литературные курсы в Москве. Несколько лет работал учителем в сельской школе. Бердибек Идрисович много занимался журналистикой. Работал в редакции газет и журналов «Казах Эдебиет», «Балдырган». Был редактором на киностудии «Казахфильм». Его всегда волновали вопросы педагогики и детского воспитания. Многое в произведениях его взято из его жизни. Свою писательскую деятельность он начал со сборника стихов «Родник». Следующие книги писателя – это «Повесть «Чемпион», «В далеком ауле», «Меня зовут Кажа», «Путешествие в детство», «Мертвые не возвращаются», «Где же ты, Гаухар?». Самую большую известность Бердибеку Сапарбаеву принесла повесть «Меня зовут Кажа». Она вышла в издательстве «Детская литература», а затем уже с русского языка была переведена на 68 языков мира и издана за рубежом. Одноименный фильм, снятый по сценарию автора, был удостоен премии на Каннском международном кинофестивале. Главный герой повести – Кажа, неудержимый фантазер, озорник, который часто попадает в самые невероятные ситуации, из которых выбирается с честью благодаря своей истинно народной смекалке, уму и находчивости. Он всегда непосредствен в своих поступках, отзывчив на чужое горе, наделен чувством высшей справедливости, верен дружбе, честен, непримирим ко злу. Все эти качества рождали добрый отклик в душах читателей, доверие и огромную симпатию к маленькому герою, мальчику из далекого глухого казахского аула. Еще одна повесть «Путешествие в детство», действие которой происходит в 30-е годы. Через судьбу маленького героя показывает без прикрас события того времени и нелегкую жизнь казахского народа. Живо и увлекательно, с умной улыбкой Бердибек Сапарбаев рассказывает о своем детстве, где мы видим реально историческую правду эпохи. Героя другой повести «Чемпион» зовут Мурат. Он ученик 5 класса сельской школы. Очень хрупкий среди своих сверстников, часто болеет, поэтому его мама не пускает играть с детьми, не разрешает заниматься физкультурой и спортом. Более того, его учитель, увлеченный преподаванием бокса, отказывается с ним заниматься. Это задевает гордость Мурата. Он начал самостоятельно готовиться к боксу. Мурат не сразу достигает поставленной цели. На пути встречаются трудности и препятствия. Но благодаря своим требованиям, трудолюбию, он в 16 лет становится чемпионом мира по боксу. Неподдельный интерес вызывает рассказ Ая Жан о городской девочке, приехавшей в колхоз к дедушке, открывшей для себя любопытную аульную жизнь. А среди поздних произведений писателя есть замечательный рассказ «Где же ты, Гаухар?». Рассказ о любви, написанный так талантливо, что воскрешает у каждого воспоминание, щемящее душу своей красотой, неповторимостью и возвышенностью. Немногим дано с таким искусством, с такой точностью, силой и печали поведать об этом. А в основе произведения писателя – детство и юность, та пора, о которой у каждого из нас есть самые теплые яркие воспоминания и мечты, и куда мы мысленно часто возвращаемся. Так давайте еще раз окунемся в этот волшебный мир через книги Бердибека Сапарбаева. Ведь именно для этого писатель и создавал свои замечательные книги.